Призывная кампания в Таджикистане идет полным ходом. За первые 10 дней выполнена на 40%. Талибан заявил об уничтожении одного из ведущих командиров Фронта национального сопротивления. Нефтяников из Жанаозена, устроивших стихийный митинг, отпустили и отправили домой. Премьер Украины назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ. За первые 10 дней призывная кампания в Таджикистане. План по призыву выполнен на 40%. Об этом сообщает пресс-министерство обороны Республики Таджикистан. В городах и районах Горно-Бадахшанской автономной области уже отрапортовали о выполнении плана на 100%. В городе Душанбе призывная кампания выполнена на 30%. В районах республиканского подчинения на 57%. В Хатлонской области на 34%, в Сагдийской на 26%. В текущей весенней призывной кампании на службу призываются молодые люди 1996-2005 годов рождения. Весенний призыв начинается с 1 апреля и продолжится до конца мая, а в начале октября начинается осенний призыв, который завершится в конце ноября. Один из ведущих командиров Фронта национального сопротивления Афганистана Акмал Амири и еще 7 его сподвижников убиты, об этом сообщает Талибан. В то же время в сети появилось опровержение данного факта. Один из командиров Фронта национального сопротивления заявил, что столкновения с талибами были ожесточенными, но смерть Акмала Амири документально не подтверждена. Министерство обороны правительства талибов выпустило сообщение о смерти Акмала Амири. Пресс-секретарь ведомства Инайтулло Харазми заявил во вторник, что 313-й Центральный корпус провел операцию по уничтожению убежища повстанцев в районе Саланг провинции Парван, в результате которой были убиты 8 человек, включая командира Акмала Амири. Он не сказал о точном времени проведения операции, но заявил, что в ходе нее никто из мирных жителей не пострадал. Впрочем, некоторые из ведущих деятелей антиталибской оппозиции заявили, что заявление талибов не соответствует действительности и что Акмал Амири жив. Тем временем лидер Национального фронта сопротивления Ахмад Масуд написал на своей странице в Facebook, что Акмал Амири, Басир Ахмад Андараби и несколько их сподвижников были убиты после многочасового столкновения с талибами. Акмал Амири был одним из офицеров национальной армии свергнутого афганского правительства. После того, как талибы захватили Кабул 2 года назад, он присоединился к фронту национального сопротивления Афганистана. Нефтяников из города Жанаозена Мангистауской области, протестовавших около здания Министерства энергетики в Астане и задержанных 11 апреля, отпустили и поездом отправили домой. Об этом сообщает Тенгрюс Ньюс со ссылкой на заместителя генерального прокурора Казахстана Жандоса Умиралиева. По словам представителя надзорного ведомства, 5 наиболее активных митингующих привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции. Им вынесли предупреждение, после чего отпустили. В Генпрокуратуре добавили, что в Астане остались 10 жанаозенцев, которые проведут переговоры, защищая интересы протестующих. Прибывшие в столицу рабочие провели около офиса Минэнерго сутки. Вечером 11 апреля к месту проведения акции прибыл спецназ. Полиция подогнала автозаки. В итоге задержали 126 человек. Узнав об этом, жители Жанаозена вышли на улицы с требованием освободить задержанных. Перед зданием городской администрации собралось до 2000 людей. Работники предприятий нефтегазового сектора в знак солидарности с коллегами на несколько часов прекратили работу. По сообщению очевидцев, 11 апреля в городе практически пропал интернет, начались перебои с мобильной связью. Замгенпрокурора Умаралиев добавил, что полиция Жанаозена задержала 30-40 человек за то, что те перекрыли дорогу. Чиновник уточнил, что это никак не связано с протестами в Астане и что местные рабочие в ходе своей акции выдвигали требования о трудоустройстве. После проведения профилактической беседы их также отпустили по домам. Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление летом, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью изданию «Хилл». Он добавил, что союзники Украины не оказывают на нее давления по вопросу контрнаступления. «Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления.
Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому, сказал он. Шмыгаль добавил, что для готовности к наступлению Украине необходимо больше артиллерии, боеприпасов, ракет и танков. По его словам, военным также нужны истребители. Представители украинского руководства неоднократно затрагивали тему контрнаступления. В начале марта этот вопрос поднял советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он допустил, что украинские силы перейдут в наступление через 2 месяца. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не исключил, что боевые действия могут активизироваться весной.